Забытые сунны. Сунны после произнесения азана. Сунна, о которой многие не знают, это повторение за муаззином азана, а после завершения азана произнести салават на пророка, алейхи салату вассалам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда услышите призыв к молитве, повторяйте то, что говорит муаззин, а потом призовите на меня благословение Аллаха, ибо поистине сделавшего это один раз Аллах благословит за это 10 раз». Вторая сунна после произнесения азана – обращение к Аллаху с мольбой привести Мухаммада к степени в раю, которая называется аль-василя. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В день воскрешения право на мое заступничество получит тот, кто, выслушав слова азана, будет говорить: О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвой, приведи Мухаммада к василе и высокому положению, и направь его к месту достохвальному, которое ты обещал ему. Аллахумма рабба хазихи д-да'вати т-тамма ва салатил q-има, ати Мухаммадан аль-василата валь-фадила, ваб'атху макаман махмудан аллази ва'адтах». В другом хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Потом обратитесь к Аллаху с просьбой привести меня к аль-василя, являющейся таким местом в раю, которое подобает занимать только одному из рабов Аллаха, и я надеюсь, что этим рабом буду я. А для того, кто станет просить у Аллаха для меня этой степени в раю, мое заступничество станет обязательным». Третья сунна – это произнесение после азана слов «Ашхаду алла иляха илля-Аллах, вахдаху ла шарика лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух, радиту биллахи раббан, ва би Мухаммадин расулян, ва бил ислами динан». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто, услышав голос муаззина, скажет: свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и его посланник. Доволен я Аллахом как Господом, Мухаммадом как посланником и исламом как религией. И кто произнесет эти слова, сказал пророк, алейхи салату вассалам, тому простятся все его грехи». И четвертая сунна – это произнесение дуа между азаном и икомой, то есть просить непосредственно для себя что-либо из мирской жизни или будущей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: дуа, произнесенная между азаном и икомой, не отвергается. Также в другом хадисе передается, что как-то некий человек сказал пророку, алейхи салату вассалам: «О посланник Аллаха, поистине те, кто произносят азан, опередили нас в награде, в получении награды». На это посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, сказал: «Если же ты хочешь получить такую же награду, которую получает тот, кто произносит азан, то, когда ты услышишь азан, повторяй за ним то, что он произносит, а после его завершения проси у Аллаха свою нужду, и Аллах ответит на твою мольбу. Вальхамдулиллахи раббил аламин».